Добрый вечер, уважаемые родители. Сейчас я обращаюсь к нашим родителям, всем родителям района. И в особенности к тем родителям, которые не хотят прививать своих детей. Прививок у нас сейчас много, от 12 до 15 прибавились еще количество прививок, потому что инфекций много по району, и по республике, и по России. Поэтому введены еще дополнительные прививки. Ну что у нас получается? С родильного дома новорожденные не получают, которая положена им прививка против туберкулеза, против гепатита. Там прямо в родильном доме отказываются, не зная, что это, что к чему может привести, отказываются от этих прививок. Что не сделав прививку против туберкулеза, что ребенок в любое время при контакте или что может заболеть туберкулезом. Не сделав прививку против гепатита В, что ребенок опять-таки с больным контактным гепатитом может заболеть. Заболевший ребенок может передать свое заболевание, от него могут заразиться и контактные другие дети. Это уже с родильного дома, начиная, уже идут отказы. На каком основании? Там причин не должно быть. Вон прививаются дети, ну, слава Богу, все хорошо. В сады оформляются, от них никто не болеет, они не заболевают. Даже если заболеют, то в легкой какой-то степени, и они не опасны для других. Вот у нас есть эта прививка против полиомиелита. Наверное, многие не знают, что такое полиомиелит. Чем грозит этот полиомиелит? Прививка называется прививка против полиомиелита. Абсолютно всем никаких противопоказаний нет от этой прививки. Но если ребенок не привитый будет, приедет кто-то из-за пределов, допустим, уже носитель вот этого заболевания, при контакте этот ребенок может так заболеть, что пойдут паралич нижних конечностей, искривление позвоночника, до сердца, до легких может это заболевание дойти. А потом кого вы винить будете, что вы отказались от профпрививок? У вас какое-то типа братство, вот я не прививаю своих детей, и вы тоже не прививайте. Вы не знаете ни последствий, ничего, и занимаетесь вредительством, можно сказать, кто отказывается от прививок. Это преступление, я считаю. А потом начинают болеть дети, и вы уже начинаете бегать, не знаете, проверяем, ни привитой, ни одной прививки нету. Да какое вы имеете право вот так распоряжаться судьбой своего ребенка? Есть у нас прививки против коклюша, столбняка, дифтерии. Начинается с 3 месяцев эта прививка. Первая прививка – коклюш, столбняк, дифтерии против этих инфекций. Опять приходят, мы своих детей не будем прививать. Я хочу сказать, что на собственном примере моей внучке еще не время было прививать, 3 месяца не было. Другая внучка принесла вот этот коклюш. Хотя она привитая была, но в слабой форме подкашливала. Мы потом узнали, что она заразилась повторно коклюшем, но в слабой, не тяжелой форме. Заражается вот этот 3-месячный ребенок. Дважды смерть была, клиническая смерть. Дважды ее ребенка, еле-еле спасли этого ребенка под камерой в Махачкале. Спасли, еле-еле. Но теперь последствия есть и на головной мозг, и на общее состояние. Это обязательно последствия от этого кашля, от того, что ребенок синеет, задыхается. Последствия остались, как бы на всю жизнь это не было. И такой прогноз, если вот этим коклюшем заболевает ребенок с рождения,
До 2 лет статистика такая, почти 85 детей погибают от этого коклюша. Вы не знаете, что такое дифтерия? При дифтерии полностью может замкнуться горло, дыхательное горло, и ребенок может умереть от удушья. Вот вы сами, столбняк. Столбняк тоже знаете, наверное. Может, знаете, может, нет. Я тоже хочу сказать, что такое столбняк. Играют дети. Полно и гвоздей там, и проволоки ржавые или что-то. Поцарапается ребенок, правильно? До крови или что-то. Не знает он, что выдавить надо крови. Родителям не всегда они говорят, что упали. И родители часто не обращают на это внимания. И такое грозное заболевание может быть, как столбняк. Последствия смертельные. Это все вот этой одной прививки, АКДС называется. Вот коклюш, столбняк и дифтерия. В одном шприце делают эту прививку, и у нас еще последствий вот таких не было. То, что мы привили, да, и ребенок после прививки заболел, какие-то последствия тяжелые. Перед прививкой мы обязательно и температуру меряем, и общее состояние, и слушаем, все сделаем. Анализ крови бывает. Если противопоказаний нет, мы должны его прививать. Больных детей, конечно, мы не будем прививать, чтобы не усугубить их состояние. Поэтому я думаю, вы многие поняли, что такое прививочная работа, что такое прививки получать. Это не то, что это наша прихоть, или мы так хотим от этого лишь бы избавиться, чтобы сделать прививки. Сейчас очень много заболеваний идут. Дифтерии не было, сейчас случаи дифтерии есть. Полиомиелит давно не было. Раньше очень хорошо прививались дети. Полиомиелита не было, дифтерии не было, потому что, вот, будучи я раньше работала в Махачкале, сами родители приходили, спрашивали, когда мы будем прививаться, когда нам прививка следующая, хотя мы им говорим, у них какое-то нетерпение было прививать этих детей. Сейчас этого нету, отказы пишут, все, мы не прививаемся. Ну вот я вам вкратце вот это рассказала за последствия. Если даже заболеет ребенок какой-нибудь из этой инфекции, и вы, родители, отказываются, вы будете отвечать сами. К вашим этим медработникам тоже подойдете. Вот кто из вас не привит, кто отказался. Хорошо подумайте вы дома, друг с другом переговорите, родители. И, наверное, все-таки надо вам дать согласие, чтобы вы привили своих детей. Я просто как врач обращаюсь к вам. Будучи мы вот в молодости нашей, наверное, вы тоже помните раньше, я вот сейчас к молодым мамашам не обращаюсь, они, может, недопонимают, но дома у вас и бабушки, дедушки есть. Раньше они же прививали, ходили, и нормальные, никто от этого не умер, только на пользу пошло. Дальше еще хотела вас предупредить, что, может быть, издан приказ правительства, что без прививок непривитые дети, они дальше в садик не будут, детский сад допускаться, в школу. Дальше им поступать надо будет, а непривитых и там не будут хотеть. Поэтому я вас убедительно прошу, еще раз подумайте хорошо, и, пожалуйста, дайте свое согласие на прививки. Подумайте о детях, не о своих амбициях. Аллах так сказал, Аллах это сказал или что-то. Никогда. Аллах всю жизнь, сколько человечества существует, Аллах есть. Но вот такого, как сейчас творится, одних отказников просто говорить страшно эту цифру. Вот такого никогда не было. Не надо ссылаться ни на что, подумайте о здоровье своих детей. Какие вопросы будут или что-то. Я здесь в поликлинике сижу, что-то вам непонятно. Пожалуйста, приходите, я вам все разъясню. На местах, где врачей нет, участковых, пожалуйста, приходите. Мы еще такую беседу можем организовать. Уже с вами, и сейчас вот пришли
наши родители вот сидят здесь, это им понятно стало, что я о чем говорю, вроде кивают вот так, наверное, будут прививать все-таки детей. Вот эту акцию, то, что прививать надо или что-то, у нас будет она продолжаться постоянно, потому что нам негоже вот так с таким количеством непривитых детей быть. Они, во-первых, опасны и для других детей. И подумайте, что каждый из вас это будет оформлять ребенка в садик, в школу. Об этом подумайте. Вот многие сейчас приходят, тоже непривитые, уже в институт поступают и просят, напишите нам прививки. На каком основании? Непривитой ребенок. Никто вам никаких прививок писать не будет. Это по анализу крови будет проверяться, привит ребенок или нет. Будут кровь брать. Там будет ясно, привиты или не привиты. Поэтому еще раз подумайте. Я уже вам своими словами, понятным языком сказала. Попробуйте это все понять. Основные прививки я сказала, какие вам прививки нужны. Будьте добры, подумайте еще раз и начинайте прививаться. Я вам, конечно, всем здоровья желаю, и родителям, и нашим детям всем. Надеюсь, что у нас никаких таких болячек пусть не болеют, действительно, вот этими инфекциями. Но болеть они не будут, если мы будем привиты. Взрослые тоже, вас тоже касается, взрослая вакцинация вообще никуда не годится. Пожалуйста, у вас свой перечень тоже есть прививок. Поинтересуйтесь у своих терапевтов, какой прививкой вы должны привиться. Пожалуйста, вы тоже прививайтесь. Это обязательно. Вы-то чего боитесь, взрослые? Так что, какие вопросы будут вам, пожалуйста, обращайтесь сюда к нам, к своим врачам, в поликлинику. Ну, еще раз вам здоровья желаю, не болейте. Это самое главное. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Я бы хотела, как помощник эпидемиолога, педотдела нашего ЦРБ, сказать пару слов по хранению вакцины, доставке вакцины. Я перед как приступить к этому плечу, я поговорила с родителями. Родители, я спрашиваю, в чем дело, почему вы отказываетесь от проведения вакцинации? Мне он объясняет, мы не доверяем, говорит, содержимому вакцины. Но содержимое вакцины, у нас вакцина проходит через частный знак. Мы доставляем вакцину с РТБ. Они тоже, у них имеется по санитарным правилам, имеется поэтапность. Мы находимся на втором уровне. Первый уровень – это РТБ. А третий уровень у нас находится в периферии. Потому что у нас имеются контейнера, чтобы доставку делать специально, чтобы не нарушать этого температурного режима, имеются термосумки. Там имеется определенная температура от 2 до 8 градусов. Но у вас сомнений по поводу этого содержимого вакцины не должно быть. У нас имеется 3 кабинета в нашей больнице, где хранится эта вакцина. Надо уверенно доверяться нашей вакцине и делать прививки вашим детям. Моя просьба, чтобы вы привились и чтобы дети ваши были здоровы, чтобы у них выработался иммунитет. А без иммунитета могут в любое время заболеть ваши дети. И тяжело. И тяжело будет протекаться эта инфекция. Сейчас очень много инфекций, которые недавно сами убедились. Пневмококковая инфекция поражает легкие, правильно же? Было у нас до сих пор, у нас есть вакцина пневмококковая, у нас есть вакцина против кори есть, против эпидпаратита есть. Есть вакцина у нас краснухи. Много вакцин против гепатита Б. Но это надо своевременно получать, дети, и чтобы у них выработался иммунитет. Желаю вам здоровья, берегите своих детей. Я еще хотела добавить,
Когда мы начинаем прививать, да, почему с роддома начинают прививать, потом с 3 месяцев? Потому что дети в основном на грудном вскармливании. Иммунитет матери передается ребенку. Вот эти все прививки, да, они как бы бесследно для здоровья, я имею в виду, да, никакой такой побочной реакции не оказывает. Потому что почему? В 3 месяца ребенок намного лучше может перенести вот эту первую прививку против кори, это против коклюша, столбняка, дифтерии. Потому что иммунитет материнский сохраняется. Чем старше ребенок, он, конечно, чуть-чуть тяжелее будут переносить. А вот те дети до года, которые должны пройти, это получить вот эти 3 прививки, 3 месяца и в 6 месяцев заканчивается вот эта вакцинация. Они прекрасно переносят. Так что вот это тоже подумайте, не губите своих детей. Вы в первую очередь ответственны за состояние и здоровье своих детей. Спасибо вам большое. На этом мы закруглимся, наверное, со своей беседой. Спасибо.